Большинство домов культуры и сельских клубов в Якутии построили в 60-х, 80-х годах прошлого века. И каждому времени соответствовали свои нормы пожарной безопасности. О том, как эксперты пожарного надзора прививают деятелям искусства любовь к культуре безопасности, расскажет Виталий Абрамов. Центр культуры и досуга Тюгюльге, села Тулагина, 83-го года постройки. И в то время соответствовали свои нормы пожарной безопасности, которым, естественно, далеко до современных. Так, только за последний год в Якутии сгорело 4 объекта культуры. При разбирательстве причин произошедшего часто обнаруживается, что многие нарушения были выявлены задолго до пожара, но не были устранены. Совсем недавно произошел пожар в сельском клубе «Кедр», расположенном в поселке Табага. В настоящее время проводится следствие и дознание по этому пожару, но предположительной причиной пожара послужило именно короткое замыкание из-за перехлеста проводов. И так как здание было деревянное, оно буквально сразу сгорело. Еще одним серьезным минусом пожарной безопасности того объекта являлось отсутствие пожарного водоема. При проверке сегодняшнего ДК обнаружилось тоже нарушение. Но тут местные власти уверяют, что все упирается в ветхости старой котельной. А сами пожарные емкости построены еще 2 года назад. Нынче, как мне пояснил глава администрации села Тулагина, здесь в квартальной котельной должна быть реконструкция, и дополнительно должны были установить 4-й котел. Тогда эта проблема будет разрешена, и нынче мы должны подключить этот пожарный водоем. С остальными частыми нарушениями, такими как неправильная эксплуатация электрооборудования, загромождение путей эвакуации, здесь еще более или менее. А вот чем чревато необорудование пожарного водоема. В случае возникновения пожара пожарным машинам просто негде будет заправиться. В летнее время должен быть оборудован на водоемах пирс. А в зимнее время получается то, что он должен еще и отапливаться, чтобы и постоянно поддерживаться в исправном состоянии. То есть, чтобы пожарные машины всегда в любое время года могли подъехать и заправиться водой для тушения пожаров. И подобных нарушений предостаточно в большинстве своем в районах республики. Неработающая автоматическая пожарная сигнализация, отсутствие путей эвакуации и даже первичных средств пожаротушения. Одна из главных причин, конечно же, отсутствие средств, но далеко не решающая. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.